Адгура Агрба утвердили на должности генерального прокурора путем тайного голосования. 25 депутатов проголосовали за его кандидатуру и 3 против. Всего проголосовали 28 человек. Предварительно на комитетском заседании народные избранники пришли к выводу, что будут рекомендовать Адгура Агрба вновь на эту должность. На комитете было принято решение рекомендовать на назначение на должность генерального прокурора Агрба Адгура Нукзаровича. Положительное было решение. Само видео даже, наверное, с этого комитета, оно было в сети. Я думаю, и вы, коллеги, уважаемые, кто не смог присутствовать, и общество в целом видело и те вопросы, которые обсуждались, и ответы, которые были получены. Как отметил спикер парламента Лаша Ашуба, депутаты оказали значительный кредит доверия бывшему и уже нынешнему генпрокурору, и его необходимо оправдать. Агрба, в свою очередь, принес присягу в зале заседаний парламента. При осуществлении полномочий Генерального прокурора Республики Абхазия свято соблюдать Конституцию Республики Абхазия и законы Республики Абхазия, защищать права и свободы человека и гражданина, охраняемые законом интересы общества и государства. Также тайным голосованием депутаты лишили мандата Адгура Харазия, находящегося в уголовном розыске. За лишение его депутатских полномочий проголосовало 26 народных избранников. 2 испортили бюллетени. Народное собрание постановляет считать досрочным прекращением полномочий депутата Народного собрания Харазия Адгура Рафетовича, избранного по 26-му избирательному округу. В первом и втором окончательном чтении приняли депутаты бюджеты внебюджетных фондов за прошлый 2024 год. Фонд медицинского страхования выполнил свой бюджет на 100%. Им финансируются 2 программы – лечение онкобольных и родовспоможение. Пациенты были обеспечены 100%. Все буквально, то есть никого не оставили, даже на переходящий январский следующий год, то есть за 2025 год. И то, что касается программы по родовспоможению и беременных женщин, тоже было исполнение. Просто там единственное, что неисполнение предусмотрено в бюджете, потому что у нас чуть уменьшились роды и чуть больше стали выезжать. Основная проблема, с которой сталкиваются все фонды – невозможность взыскания долгов с юридических лиц. Один из самых злостных неплательщиков – РУП «Черноморэнерго». Как бы вот «Черноморэнерго» опять у нас уже 3 месяца, даже больше, чем 3 месяца, они ничего не перечисляют. Ни как текущие, ни как долги, которые они сами же подписали. Я думаю, что придется нам уже выставлять или в арбитражный суд, или на инкассу, как мы это делаем, через налоговую. Среди фондов же самые большие долги у фонда ветеранов-инвалидов. Они задолжали медучреждениям и Абхазформации. Увеличивается кредиторская задолженность перед медицинскими учреждениями и перед Абхазформацией. Перед Абхазформацией за медикаменты сумма выросла до 39 миллионов рублей. Общая кредиторская задолженность составляет 54 миллиона рублей. Рассчитаться с этими долгами фонд сам не в силах. Чтобы закрыть эту задолженность, ему необходима господдержка. Мы направили письмо, обращение и в правительство, и в парламент о том, чтобы нам помогли решить этот вопрос, потому что на сегодняшний день самостоятельно фонд погасить эту задолженность не сможет. С Кабмином вам надо парламент. Да, мы поставили в известность письменно руководителя комитета, с которым мы работаем, потому что самостоятельно, исходя из того, что мы ежегодно обслуживаем за те статьи расходов, которые у нас заложено, инвалидов, и потребности растут, число инвалидов растет, и мы самостоятельно, естественно, не справимся. Фонд социального страхования превысил доходную часть бюджета на 5%. За счет хорошей собираемости обязательных платежей им удалось осуществить ряд программ. Несколько лет подряд за счет помощи фонда удается организовывать летний языковой лагерь для школьников. Построили горный лагерь, а также повысили различные пособия. В этом году, как никогда, мы начали год 25 без задолженности, ни перед одним страхователем не было долгов. Все абсолютно пособия были выплачены своевременно, и мы год начали, как говорится, с чистого листа, без старых долгов. Мы уже разработали проект постановления о повышении некоторых видов пособий, и как бы
поэтапно производим повышение пособий. В прошлом году у нас есть такая статья в законе, вы знаете прекрасно, статья 4, это максимально допустимый размер социального пособия по беременности и родам. Оно составляло 20 192 рубля. С 1 января этого года мы повысили на 50%, и данная сумма составляет 30 300 рублей. И пособие по временной нетрудоспособности составляло 15 110 рублей. Сейчас мы ее тоже повысили на 50% и составляет данная сумма 22 670 рублей. Однако контрольная палата расценила помощь фонда в оборудовании городского летнего лагеря как нецелевое использование средств. Вы отдаете в частные руки, благоустраиваете, потом отправляете туда детей. А может, у нас есть объекты, которые рады будут принять и в лучших условиях содержать их. Вы не думали об этом? Это наше мнение, не надо спорить, это не целевое использование. Пенсионный фонд также поделился положительной динамикой в увеличении платежей. Однако продолжает страдать от общей для всех фондов проблемы – невозможности взыскания долгов с большого количества юридических лиц. По всем доходам вы можете видеть общая картина 101,4% исполнения по всем показателям, по патентной системе, по бюджетным организациям, по юридическим поступлениям, по всем именно нашим поступлениям у нас составили положительная динамика. Если вот коротко, то мобилизация просроченной задолженности у нас было запланировано 60 миллионов, поступило 89 с лишним миллионов рублей. Проводятся меры по мобилизации просроченной задолженности. И пенсионный фонд использует инкассовые поручения тоже по бесспорному взысканию. В 2024 году, еще раз повторюсь, что по инкассовым поручениям было взыскано 26 миллионов 250 тысяч рублей, и остальная в общем мобилизация составила 89 с лишним миллионов рублей. Депутаты парламента приняли во втором окончательном чтении законопроект об исполнении республиканского бюджета за 2024 год с дефицитом в более чем 530 миллионов рублей. По словам министра финансов Саида Губас, существенное влияние на бюджет оказала приостановка российской финансовой помощи. Доходы республиканского бюджета за 2024 год они основаны на прогнозных значениях налоговых и неналоговых доходах, а также финансово-безвозмездных поступлений. Средства финансовой помощи из Российской Федерации в отчетном периоде распределялись по следующим направлениям. Это финансовая помощь на цели социально-экономического развития и финансовая помощь на осуществление бюджетных инвестиций. Итого, по завершению финансового года, отчетного периода, исполнение республиканского бюджета по доходам составило 11,6 миллиардов рублей, что составляет 92,2% от уточненных показателей, планируемых на соответствующий период. По налоговым и неналоговым доходам поступление составило 7,5 миллиардов рублей. По безвозмездным поступлениям поступление составило 4,1 миллиарда рублей. Из них средства российской финансовой помощи 3,7 миллиардов рублей. У нас наблюдается факт недопоступления средств финансовой помощи в размере 1 миллиард 765 миллионов рублей, к сожалению. При этом важно отметить такой достаточно значительный устойчивый рост исполнения показателей по собственным доходам. Объем доходов, из общего объема доходов доля собственных поступлений за отчетный период составила 7,9 миллиардов рублей, что составляет 111% от утвержденных плановых показателей. Однако, по мнению контрольной палаты, снижение бюджетных показателей 2024 года относительно таковых за 2023 год связано и с другими факторами. Надо отметить, что НДС с большим исполнением, с большим процентом исполнения, но есть такие статьи доходов, которые не исполнены, и над ними надо было работать. В частности, по платежам от внешнеэкономической деятельности, по таможенной пошлине не исполняются плановые показатели. Мы вчера обсуждали
Даже случилось так, что показатель по таможенной пошлине в 2024 году оказался ниже показателя 2023 года на 30 миллионов рублей. Не поступили в полном объеме доходы от перечисления части чистой прибыли. Ну, я имею в виду то, что запланированные не поступили, они же поступили в меньшей сумме, чем в 2023 году, на 2 миллиона 806 тысяч рублей. Доходы от использования государственного имущества, очень низкий процент исполнения. И таким образом, если администрирование доходов усилилось бы, значит, по этим администраторам мы получили бы больше доходов. Парламент утвердил нулевую ставку НДС на услуги, оказываемые при воздушных перевозках в аэропорту Сухум. Вице-премьер Джан Сухнанба пояснил, что проект закона направлен на снижение стоимости авиационных перевозок для пассажиров и, как следствие, увеличение пассажиропотока в республику. Речь идет об услугах по посадке и взлету, речь идет об услугах по заправке топливом и ряду других необходимых услуг, которые авиакомпания должна получать в аэропорту Сухум. Суть данного изменения заключается в позиции правительства и государства Республики Абхазия оказывать содействие на дальнейшее благотворное экономическое развитие нашего аэропорта. Учитывая наличие рядом с нашим аэропортом достаточно крупного аэропорта Сочи, мы сталкиваемся с тем, чтобы наш аэропорт должен быть конкурентоспособным. По его словам, нулевая ставка касается только пассажироперевозок и навигации. Вся остальная коммерческая деятельность на территории аэропорта будет облагаться налогами. В данном законопроекте речь идет только о тех услугах, которые аэропорт оказывает авиакомпаниям в связи с авиаперевозкой пассажиров. Не авиационная коммерция, которая будет организована в самом аэропорту, а это кафе, рестораны и иные развлекательные заведения, все они в установленном порядке в нашем законодательстве облагаются НДСом. Здесь для нас была принципиальная позиция, что мы, принимая данное решение, хотим всячески сделать билет в город Сухум более доступным, чем есть, к сожалению, на самом деле сегодня. По словам депутата Даута Хутаба, необходимо одобрить меру по установлению нулевой ставки для перевозчиков, так как на данный момент она необходима для поддержки конкурентоспособности Сухумского аэропорта. Большее количество людей приедет в Абхазию, больше возможностей для этого. Это опять же очень будет положительно, как мне кажется, сказываться именно в судьбе восточных регионов. Да, и поэтому я прежде всего поддерживал. А то, что в какой-то части, может быть, налогов чуть не досчитаемся, ничего страшного. Есть вот этот тот самый мультипликативный эффект, о котором часто говорят и говорили нам во время тех предложений о поддержании того соглашения, которое мы поддержали по итогу. Мне кажется, это очень хорошо. И учитывая все-таки то, что, наверное, экономическая составляющая данного международного порта, она немножко хромает, да, нам нужно сделать все, что необходимо для того, чтобы он не задохнулся. Также депутаты внесли в первом чтении изменения в закон о Национальном банке Абхазии. Основная цель поправок – установление лимита кредитных ресурсов Банка Абхазии и ограничение полномочий председателя в части принятия решений о кредитовании кредитных организаций. Таким образом, исключается ситуация, при которой средства госбюджета, находящиеся в Нацбанке, могут быть переданы в качестве кредитных в коммерческие банки. По словам Беслана Барателия, это стратегическое решение направлено на укрепление финансовой стабильности государства. Сегодня вопрос решается исключительно, это неправильно, единолично председателем Нацбанка. Выдам кредиты, не выдам кредиты, есть ресурсы, нет ресурсов, но это неправильно. Не может система выстраиваться только на субъективном принятии решения по желанию председателя Нацбанка. И на самом деле это упростит работу, потому что будет законодательно запрещено проводить процесс перекредитования. Потому что с чем мы сегодня
сталкиваемся, от чего мы уходим. Вот были события прошлого года, все мы прекрасно знаем, какие они были тяжелые. Деньги, остатки на счетах Минфина резко начинают падать, и может возникнуть ситуация, когда на счетах Минфина деньги есть, а в банке этих денег нет. Где деньги? Они в виде кредитов рефинансирования предоставлены коммерческим банкам. Мне кажется, ситуация, не дай бог, когда возникнет какой-нибудь форс-мажорный сюжет, да, война или болезнь или еще что-то, когда Минфину нужно будет срочно мобилизовать все средства из банка, ну, грубо говоря, потратить до копейки, окажется, что в банке-то этих денег нет, только на бумаге деньги. И чтобы уйти от этого, чтобы обезопасить государство и защитить государственные финансы от притязаний со стороны коммерческих банков, предложена идея устанавливать лимит кредитного портфеля. Вот как Национальный банк обращается в парламент с просьбой утвердить смету расходов на следующий год, наравне со сметой утверждает парламент и лимит, выше которого Банк Абхазии не может, значит, выдавать деньги в кредит. Вот это главная ключевая задача, которая решается вот этими поправками в этот закон. В первом чтении депутаты внесли изменения в законопроект об обороте оружия. Поправки направлены на установление запрета на ношение короткоствольного оружия с нарезным стволом. В соответствии с информацией Министерства внутренних дел Республики Абхазия, количество преступлений, совершенных с применением оружия с 2021 года по 20 марта 2025 года составляет 103. В соответствии с проектом закона разрешение на ношение огнестрельного короткоствольного оружия с нарезным стволом, выданные до дня вступления в силу настоящего закона гражданам Республики Абхазия, признаются недействительными в части, дающей разрешение на хранение. Проект закона также закрепляет право граждан Республики Абхазия на получение разрешения на хранение оружия взамен ранее выданного разрешения на ношение оружия. Да, фактически это означает, что данными поправками мы вносим запрет на ношение огнестрельного короткоствольного нарезного оружия. По словам спикера парламента Лаша Ашуба, эту меру ни в коем случае нельзя считать фактом разоружения населения. Речь не идет о разоружении населения ни в коем случае. И никогда этого нельзя делать, потому что в домах у абхазских резервистов оружие должно быть. У нас есть уроки истории, которые перед нами были совсем недавно, и учитывая все это, нужно говорить, обязательно озвучивать и эту сторону. С другой стороны, люди, которые выступают против того, чтобы лишили возможности ношения оружия, говорят о том, что будут отдельные лица, в том числе и из криминального мира, которых не останавливают сотрудники ГАИ, на которых не влияют правоохранительные структуры, и которые продолжат, значит, передвигаться с оружием. Но мы откровенно, если будем сегодня говорить, надо сказать, что не только в законе дело, но и в недоработке правоохранительных органов и структур. Также депутаты вновь перенесли дату вступления в силу закона о кадастре земли. Новый срок вступления в силу закона – 1 октября 2026 года. А также сформировали постоянно действующую комиссию по избранию депутатов молодежного парламента при Народном собрании и утвердили ее численный и персональный состав. Марьяна Котова, Сосрык Пагухава, Абаза ТВ.